Для начала хотелось бы несколько слов сказать о наших целях и задачах. Но самая главная задача – это выработка каких-то идей, генерация каких-то идей. То есть все мы тут уважаемые люди приглашены, да, как члены клуба, как приглашенные. Если мы каждый выскажем какую-то конструктивную мысль, наша задача будет уже непосредственно членов клуба ее обобщить в удобную форму, да, предоставить первое власти, второе опубликовать в средствах массовой информации. Вот эти граждане приезжают, должны стать миграционный учет, да? И как раз должны пройти все медицинские обследования, там добровольное медицинское страхование, да? После этого они, в общем-то, оформляют трудовой пакет. И вот наша организация это оформляет, предоставляет миграционную службу. Миграционная служба в течение 10 дней это должны предоставить трудовой патент. Да? И я лично считаю таким образом, да, вот высокий патент, стоимость патента, да, с одной стороны, вынуждает людей, когда у них там бывает, разные жизненные ситуации бывают, да, заказчик или работодатель, да, который с ними работает, да, иногда не вовремя с ними рассчитывается, да, и они там не вовремя платят, скажем, налог не вовремя платят, да, и естественно те органы, которые там проверяют, там, да, сразу это налагает на них определенные штрафы, да, возможно даже последующим выдворением этих стран, да, из страны. Вот. И поэтому некоторые, к сожалению, это вынуждает, на мой взгляд, да, идти на теневую сторону. Поскольку не все могут такие суммы иногда выплачивать, да, и уходить. Это касается именно граждан, да, которые оформляют именно трудовой патент. Это не касается, да, граждан Евразеса, да, не касается. Именно только то, что касается, я с ними уже общаюсь, да, смотрю, люди приезжают, да, приехали на работу, да, и им, особенно которые оформляют трудовой патент, да, они для оформления, медицинские осмотры, там прочее, да, везде это все равно это деньги стоит. Нарколог, там, медицинский осмотр, на инфекционный, на СПИД, там прочее, да, на добровольное медицинское страхование, все они должны прописаться, да, это тоже стоит деньги, да, они должны еще арендовать какую-то квартиру или комнату, да, где-то должны жить, да, это примерно по нашим подсчетам, где-то примерно он платит, да, 40 тысяч рублей. Тут приехало там 69 тысяч, да, и уехало 59 тысяч человек. Где-то 10 тысяч человек остался, да. Нагрузка на социальную структуру, то есть больницы, школы, этот аспект как-то учитывается или нет вообще? Потому что считают только прибыль. Минздрав собирался недавно, да, и они заявляли, что программа «Вежливая поликлиника» не выполняется отчасти из-за этой повышенной нагрузки тоже. Да? Именно. То есть они говорят, если бы не было бы вообще, вернее, миграция была бы в тех пределах, которые квотируются, процентов на 30 было бы ниже. На 30. То есть они сейчас обслуживают, допустим, третья поликлиника, там 89 тысяч человек, могли бы обслуживать там 60 тысяч человек. А они в социальной политике государства, в тех цифрах там Минэкономики, строительстве школ, они же не учитываются по сути. Ну, наверное, из тех 6 тысяч человек, там, наверное, 1000 разбиралось бы, кто там является гражданином какой страны, там, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Для них все приезжие это приезжие. Патент 9 тысяч это очень такая завышенная сумма. И мы постоянно поднимаем вопросы, откуда появляются фиктивные браки. Все заезжают легально, но в связи с тем, что приезжающие не могут получить консультацию, хорошую консультацию, у нас здесь нету консульства, у нас нету посольства здесь. Соответственно, диаспора не может регулировать данный поток. Вы знаете, что могут и приехать и надземным транспортом, и самолетом.
В связи с тем, что люди приезжают сюда, не зная, что здесь даже существует диаспора, они попадают, как вот здесь высказался, да, уважаемый, что есть посредники, которые делают поддельный миграционный учет. Этот миграционный учет, соответственно, он узнает, что он незаконно находится, и он продолжает дальше, ну, думает, я заработаю, и потом, когда выдворят, если поймают, я улечу. Понимаете? В этом формате нужно работать совместно. Я много раз на всех круглых столах предлагаю, чтобы таблица в аэропорту прям висела, что есть кыргызская диаспора, номер телефона. Человек, если есть у него языковой барьер, мы могли бы пояснить и на кыргызском языке, довести, какие здесь действительно быт, какое направление, что он должен в первую очередь получить здесь. На статистику, да, по криминогенной обстановке, но если взять, то это в основном поддельные документы. Поддельные документы, опять же, регистрация, резиновые дома. На резиновых домах я тоже говорю, если записывается в органах ФМС 5-й человек, почему бы органы ФМС не могли бы приостановить 6-й, 7-й, 8-й, 10-й, 200 человек, зачем туда записывать? Я задал вопросы в органы ФМС, говорят, прокуратура запрещает в связи с тем, что это временная прописка. Здесь нигде в законе не прописано, что на временную прописку столько количество должно быть. Если записывается 8-й человек, ну я не знаю, там квадратура должна же быть, правильно? Все, должны приостановить, извините, пожалуйста, куда вы записываете. И уже вопрос, кто принимающей стороне, почему вы прописываете уже 9-го, 10-го. Тургин Дархан приезжает наш гость, ну там или отдыхает, они заполняют бланки, отдают курьеру, курьер бежит в это отделение, он должен успеть в определенное время и сдать. Только сейчас они перешли на электронный вид. Я к чему говорю, вот если бы у них, как мигрант зарегистрировался, у них электронная это, ну как автоматом все же можно сделать. Единая информационная система, она не работает. В неделю там 2 раза, что ли, принимают звонки, что человек стал на живой очередь, да, на живой очередь. И этот телефон, как всегда, как обычно, этот телефон не работает, не функционирует, да, не функционирует. Или то есть, вот часть людей, они принимают, да, должны принимать по регламенту, как они объясняют, да, по телефонному звонку, по очереди, да, записываться. И вторую часть это живая очередь. Но живой очереди у них, да, там терминала нету, и люди там сами вот стоят, как вот непонятно как это, да, нету терминала, там нету. Поэтому это много там вызывает нареканий, да. Когда иностранный гражданин регистрируется, там требуется СНИЛС, например. СНИЛС сделали человека зарегистрировать. Но МВД, наше МВД, услуги там через этого практически там вот касаются именно оформления трудовых патентов, этого нету. И это не выдается там. И даже человеку очередь невозможно поставить. И все это способствует чему? Да, это способствует то, что они вовремя, да, они за 30 дней должны оформить, да, этот самый трудовой патент, да, а для этого должны пройти все это, то, что иностранцы должны, дактилоскопии должны пройти. Но мы говорим, а у них это опять-таки вот это, там стоит это везде очередь, и через 10 дней, которые оговорены у них по регламенту, да, они не могут получить. Какие-то там производства там и так далее должны заявку давать, столько-то человек надо, да? Мы вот по землячествам отправляем, они на законных основаниях привозят людей и вот на эти рабочие места. А у нас как получается? У нас 70% молодежи не имеет работы, а мы видим самолеты полные мигрантов. Поэтому люди недоумевают, зачем вообще наша эта власть нужна, если они эти проблемы не решают. Есть у них свои аналитики, есть есть люди, которые за это зарплату получают. Почему народ должен до взрыва доведен и ставить эти вопросы? И сейчас вот эти вопросы ставят. И поэтому мы здесь собрались, чтобы какие-то рекомендации приготовить, чтобы вот ребята могли приезжать на законных основаниях работать. Они строят там какие-то самовозводимые здания, вот как вот на квартале нашли, где 50 незаконных мигрантов в незаконном здании. Это же вообще, потому что легальный бизнес у нас проверяют все время, а то, что нелегально построил кто-то там, торговый центр прямо на Бестужево-Марлинского, говорят, есть.
в частном доме поставят, какая-то из общин. И работает вполне без всяких документов, подключение есть, все есть и так далее. То есть у нас неравное положение между местными и приезжими получается. Перед тем, как определить квоту для мигрантов, да, надо еще посмотреть. У нас очень много молодежи, да, те, которые обучаются в учреждениях СПО. Сейчас 73,8% да, молодежи у нас вообще без работы. У нас действительно есть нехватка рабочих рук, притом квалифицированных, то тогда можно такие действия проводить. И при этом, если мы говорим о имеющих квалификации мигрантов, да, то тогда здесь должны быть центры оценки квалификации. То, что могут они пройти или в Сочи, или в Москве, они могут не соответствовать у нас в республике, потому что у нас другой климатические условия и так далее. Поэтому здесь для властей нужно идти к тому, чтобы у нас все-таки появился центр оценки квалификации. И ребята, которые хотят работать в строительстве в любых отраслях экономики, они должны действительно пройти квалификацию. В этом случае уже мы могли бы уже как-то знать, да, этот человек имеет определенную квалификацию и может работать для экономики, нашего региона, нашей страны и так далее. Плотных нету, которые приехали. Все работают, а местные просто работу найти не могут. Поэтому проблема-то в этом, на самом деле. Давайте будем самокритичны, там в Амге и так далее. Лишь бы было где спать, платили и так далее, да, какие-то маломальские условия обеспечили. А мы, якутяне, мы сами готовы к внутренней республиканской миграции. За последние 30 лет у нас случился такой радикальный слом, да, укладов, которые складывались столетиями. То, что у нас говорили, у нас по национальному признаку было разделение труда, да, Сахалар в основном в сельском хозяйстве, русскоязычные в промышленности. Но, несмотря на все то, что там делала власть, сельское хозяйство у нас, будем откровенны, финиширует. Да? У нас вся молодежь утекает из деревни. Плюс к этому, будем говорить откровенно, 30 лет назад мы не видели такой миграции, ее просто не было. Да? Сегодня у нас, мы маленький народ, 450 тысяч. А когда к нам одномоментно приезжает 70 тысяч людей с другой культурой, с другим мировоззрением, с другим языком, с другой верой, да? Маленький народ вот этого пугается. Не желающих вот отсюда идет, да, вот та бытовая неприязнь, которая имеет место быть, с которой вы сами каждый день сталкиваетесь. Дело не только в мигрантах. У нас очень резко стала развиваться промышленность. 30 лет назад у нас не было такого количества вахтовиков. Вы не думаете, что у нас неприязнь только к мигрантам? На самом деле у нас очень сильно не любят еще и вахтовиков из других регионов. В любом конфликте есть две стороны. Да? И вот давайте мы сначала на себя посмотрим. Ну, это человеческое, я понимаю, да, вину свалить на соседа. Но надо сначала на самом деле на себя посмотреть. Я сегодня зашел на сайт Сахастата, там очень интересные данные есть. Я одну цифру приведу. Уровень занятости трудоспособного населения Республики Саха, в скобках Якутия, 2018 год, 58,4%. Иными словами, 40 с лишним процентов это люди, которые работают неизвестно где. В стране мы видим частные абсолютно сайты по трудоустройству. Да? Может быть, нам нужен вот этот механизм как-то адаптировать под себя. То есть сделать базу данных, включая жителей самых отдаленных деревень. Кто бы где хотел работать. Кому нужно образование? Потому что я, может, хотел бы пойти в горную промышленность, но у меня нету специальности. Да? Кому нужно образование? Да? Потом эти сайты, они как-то на электронную почту посылают вакансии. Да, но у нас, скажем так, с интернетом не очень. WhatsApp лучше. Да, есть WhatsApp, есть смс-рассылки. Да? То есть мы, когда персонифицируем эту проблему, когда мы перестанем говорить о 200 тысячах,
А будем говорить об Иванове, Петрове, там, Тайбахоеве, да? У нас ситуация в республике с занятостью, вот с теми же молодыми, ведь их можно, выпускников, сразу в базу загонять. Вот они, ребята, готовы из профессии, берите. Вот такое первое предложение, да? И еще один момент, еще раз говорю, про цифровую экономику люди не очень понимают, но когда они увидят вот это вот в своем телефоне, смс-ку, да, рассылку с вакансиями, они поймут, что Айсен Сергеевич-то прав, что это действительно хорошая вещь, она помогает людям. И это ответ Академии тоже. Потому что вот то, что вы говорите, есть вакансии. Люди просто не знают. По вузам там безработица до 70%. Так она говорила, что мы не готовы перемещаться даже. Секундочку, Нет, секундочку. не На самом деле готовы. Второе предложение, которое я хотел сделать, да? Вот смотрите. В советское время у нас был вот этот всесоюзные ударные стройки. Вот сейчас очень много говорят про газопереработку. Да? Но я знаю, вот реально конкретно, в 2021 году, через 1,5 года, начнутся работы на Тамторском месторождении редкоземельных металлов. Да? Мне чем он нравится, вот этот проект? Во-первых, он стратегически важен для страны. Под него создана госпрограмма возрождения редкоземельной отрасли России. Да? Во-вторых, он начнется не сейчас, он начнется чуть позже, то есть есть возможность подготовить людей, специалистов, которые могли бы там работать. И в-третьих, формально это наше предприятие. Они зарегистрированы в Оленьке. Но почему мы не можем использовать вот шикарный опыт Алмазов Анабара? Да? И формально наше предприятие сделать по-настоящему наше. Дорог нет. Зимники надо бить каждый год, дорожники нужны. Там нету энергетики, вообще там локальная будет энергетика. Энергетики нужны. Там нужны те самые повара, уборщики помещений. Это нужны будут серьезные профессиональные экологи, потому что редкоземельные металлы, пусть хоть слабо, но радиоактивны. Да? То есть там охрана труда должна быть очень на высоком уровне. То есть, если мы сейчас займемся этим вопросом, если мы договоримся с компанией, да, подберем своих людей, там, по 3-4 кандидатуры на каждое рабочее место, что нам мешает? Им дешевле привозить с Беларуси, с Украины там, и так далее. То есть вот это, да, проблема есть, и наше правительство должно его ставить, чтобы наши люди там работали. Да, совершенно правильно. За целой республиканской программе есть местные кадры. То есть говорить о том, что ничего не делается, в принципе, немного неверно. Потому что у нас молодежь идет в промышленность, мы работаем. Второй момент, значит, то, что вот у нас участились случаи нарушения мигрантами, скажем, да, так, наших законов, да, она на самом деле настораживает. И Афанасий Георгиевич абсолютно правильно говорит, что мы не привыкли, когда порядка 70 тысяч людей, которые имеют разные культуры, там, да, разные религии, там, да, и разные языки и так далее, и приезжают и не адаптируются. По сути, наш мир, вот, республиканский мир, да, вот, он сделан таким образом, что есть два, скажем так, дуальное мировоззрение. Да? Это русскоязычное мировоззрение и мировоззрение Саха. И за 400 лет мы, в принципе, как бы сбалансировались. Баланс был не только в части там, трудоустройства, там, кто в промышленности, кто в сельском хозяйстве, да? Был баланс. Сейчас этот баланс нарушен. И в большей степени нарушен не теми, кто 20 лет живет здесь, а теми новыми ребятами, которые приезжают сюда. Короче. Вы же тоже сами страдаете от них на самом деле. Почему? Потому что они уже родились уже постсоветское время. То есть у них нет понятия дружбы народов, у них нет понятия единого такого мировоззрения, то есть у них никакого понятия нет. И еще плюс к этому еще прибавить еще исламизацию, там, да, еще там как перчик добавить еще, да, то ситуация вообще как бы выходит из-под контроля. Поэтому я считаю, что диаспора работает плохо на территории республики. Каждый раз, когда кто-то из ваших представителей что-то нарушает, вы говорите, плохого народа нету, да, есть преступник. В принципе, мы тоже согласны с этим, да? Но с другой стороны, почему вы
Когда мы начинаем говорить о дружбе, вы начинаете вспоминать про свои диаспоры, да? То у нас все-таки диаспора есть, вот, то диаспора только по праздникам, что ли? Ну, это же неправильно. Да? Диаспора не должны быть только по праздникам. Диаспора должна все-таки воспитывать свою молодежь. Тем более, если вы адаптировались сами уже, да, в нашем мире, то есть вы прекрасно понимаете наши ориентиры, да, то вы должны взять свою молодежь и их как-то взять на контроль. Но у этого не получается. И по закону у нас не получается как бы обязывать диаспоры отвечать за ваших соплеменников. Ну, не получается по закону так. Но по морали вы должны были это делать, но вы этого не делаете. Это второй момент. Третий момент, насчет вот этих патентов там, и так далее, да, я считаю это правильно. Я считаю правильно то, что мы сокращаем те рабочие места, где могут работать местные кадры. Ну, ребята сказали 73%, да, как бы там есть некоторые нюансы, там порядка там 34%, да, на самом деле. По городу Якутску, по-моему, у нас из молодежи там, до 35 лет где-то 34% точно безработных ходят. То есть пока вот эта такая ситуация есть, мы, как законодатели, по крайней мере, да, мы будем настаивать на том, чтобы барьеры, законодательные барьеры, законные барьеры, чтобы они усиливались. Мы не говорим, что нам не нужны мигранты. Мы говорим, нам нужны те люди, которые действительно приносят нашу экономику, наш мир, наше сообщество, созидают. Вот чего мы должны добиваться. А люди, которые не созидают, они здесь не нужны. У нас крайний север, мы всегда должны друг друга понимать. Это третий момент. Четвертый момент, насчет адаптации. Да, вот я тоже сталкиваюсь с людьми, да, с молодыми ребятами, да, они не знают русского языка. Как так? Ну почему их вообще пускаем? Людей, которые не понимают русского языка. То есть они живут в другом мире совсем, короче. То есть находясь здесь, они находятся в другом мире. Мы должны будем делать так, чтобы те, кто сюда вступает, они должны знать русский язык, они должны знать нашу историю, общую историю, кстати говоря. Вот, допустим, говорит кыргызский народ, да? Но мы же вместе воевали во Второй мировой войне. Почему вот эти ребята даже не знают, кто победил во Второй мировой войне? Но экзамен же сдают же, да, но они плохо сдают. Это опять коррупция. Да, это коррупция. То есть мы должны это остановить. То есть нам должны приезжать люди, которые разделяют с нами общие ценности. Нашими общими ценностями, допустим, является, по крайней мере, вот для всех народов, да, это все-таки Советский Союз. Победа во Второй мировой войне, да? Но если молодежь, парень, который стоит за прилавком и не знает, кто победил во Второй мировой войне, в Отечественной войне. Да, в Отечественной войне. Этот человек, сразу я его не понимаю. То есть он меня не понимает, я его не пойму, так он еще какое-то время будет жить, потом он ребенка таким же вырастет, и ребенок будет чужой здесь. Да, по своим понятиям. Мы этого должны пресекать. И законодательного, четвертый момент, да, мы должны сделать так, чтобы наш мир, именно наш мир, это наш мир, наши правила. У нас мир, я еще раз сказал, да, русскоязычный и сахоязычный. Этот мир мы будем сохранять. Здесь наша земля и наши правила. И мы будем настаивать на том, чтобы эти правила, этот мир сохранялся, этот баланс. Вот, что касательно, да. Пятый момент. У нас, мы сейчас вот создали, ну, взяли постановление, там будет комиссия у нас именно по миграционной политике. Мы дойдем и до Евразийского экономического союза, то есть правил, которые предоставляют тем же киргизам упрощенные формы там, труда, там, прочее, так далее. До этого тоже обязательно дойдем. То есть задача стоит внести свои предложения, региональные предложения, потому что страдает на самом деле не только Якутск или там регион только республики, да, страдает, все регионы страдают от того, что есть как бы евразийские такие моменты, где очень большие послабления идут. Почему такие послабления, когда у нас молодежь без работы? Мы этого не понимаем, допустим, сами. Сейчас вот по гектару там появились опять какие-то там изменения, которые мы сейчас тоже будем как-то разбираться там и так далее. Вот этого мы должны достигать. А значит, касательно уголовного кодекса мы тоже до этого дойдем. То есть иммигрант, который нарушает уголовный кодекс, правонарушение нарушает на нашей территории, он должен быть очень сурово наказан. То есть мигрант должен 10 раз подумать должен, прежде чем переступать какие-то правонарушения. 10 раз должен подумать. Потому что наказание должно быть неотвратимое и очень жесткое должно быть. Вот этого мы тоже будем добиваться. Это наш мир и наши правила. Вы здесь гости, мы здесь хозяева. И это правило, пока мы живы, это правило должны быть постоянные для всех. Вот пятый момент. Шестой момент.
насчет дружбы народов, да? Мы очень толерантный народ на самом деле. Вот вы заметили, вы 20 лет здесь живете, да? Да. У нас очень хороший мир на самом деле. У нас нету таких критических моментов, которые пытаются навязать нам федеральные средства массовой информации, да, там, вот погромы, там, вот саха такие, там, вот такие-сякие. На самом деле это все вранье, вы прекрасно здесь живете, вы это прекрасно знаете. У нас нет такого. Это из Центральной России хотят видеть нас такими, но мы на самом деле не такие. Мы хотим жить в мире и в согласии. Вот я предлагаю 27 апреля, у нас будет День Республики, да, всем диаспорам подключиться к понятию год консолидации, который Илдархан сказал, да, и провести 27 апреля как, скажем так, межнациональное согласие всех народов, которые живут в этой республике, чтобы показать всему миру, что мы не крайние радикалы. То вот дружелюбие, которое у нас есть, мы должны доказать именно 27 апреля, потому что день образования нашей республики, и участвовали в создании республики многие народы, не только саха, русские, украинцы, башкиры, татары, там, евреи, там, грузины, там, все у нас были участниками создания нашего региона, нашей республики. Поэтому вот 6-м пунктом предложения, да, подумать над тем, как мы будем встречать 27 апреля. Если мы этот момент не подумаем, как мы будем встречать 27 апреля, да, то у нас получится опять какая-то радикализация, ну, с кавычках скажем, да, и опять подключатся центральным федеральные СМИ, которые будут кричать: вот посмотрите, мы же говорили, что они радикалы. Вот они там опять начинают там усиливать, ну, собираться. Может, да. вообще ничего не проводить? Нет, то есть не вообще не проводить. Мы должны проводить обязательно, да, но мы должны все вместе подумать, не провоцировать, а не просто сидеть так. А что же будет 27 апреля? Давайте подождем. А потом, когда хайп поднимется, начинать там хайповать всем там. Вот там, вот. Все должны подумать. Тем более год добрососедства в городе Якутске. Добрососедство. Если мы этого не сделаем, то опять получится так, как хотят средства массовой информации, я не вас говорю, да, центральные, которые хотят. Они же ждут с лупой, там, с камерой, все ждут 27 апреля. Что же произойдет? У каждого из нас свой культурный код, да? Вот просто так он никуда не денется. Он все равно внутри у тебя сидит, этот твой культурный код. Понимаешь? Другое дело, что вот есть слово нехорошее, мне не нравится, да, вот эта толерантность, да? Вот к терпимости нам нужно привыкать. Терпимость. То, что столкнулись две волны миграции, вот как бы это ни говорило, что нет внутренней миграции, да? Внутренняя миграция есть. И она огромная. Она в Якутск только стекает. Ну, естественно, внутренняя из Улуса переезжает сюда. И вот внутренняя миграция сталкивается с внешней миграцией. Не только Якутск, Айталина. А внутренняя миграция, посмотри деревенские чаты в WhatsApp. Там четко уже делится. Сахалар, Нучалар, Амухтар. Вот я уже и говорю, Нучалар отдельно у нас. Внутренняя миграция сталкивается с внешней. Но я хотел поддержать Афанасия Агитовича. Он выступал по 3-му пункту, и он ни на йоту, мне кажется, не отошел от этого пункта, хотя говорил, что он не по программе выступает. Уроки, основные причины и уроки. Причины, как он видит, он указал. В общем-то, нелегальный бизнес – это коррупция. Незнание языка, кто-то говорил, это тоже, в принципе, коррупция. То, что местное население не, ну, скажу я так, не организовано в трудоустройстве, вот как видится, как организованы, как видится, вернее, как трудовые мигранты, но здесь так, общественные организации, общины так называемые, они не по закону никоим образом не обладает полномочиями. Я заглянул в устав, буду ставшим председателем, там написано развитие культурных связей, своих традиций и все. Но я предлагаю для год консолидации, добрососедства, он должен идти под каким-то девизом. И я предлагаю девиз и организовать дискуссионный клуб жизнеустройства по совести. Начать говорить о таком явлении, факторе, влияющем на поведение людей, как совесть. Не предлагаю сразу, хотя, конечно, надо приводить все наши законы в соответствии с совестью. Те
наши общины являются некоммерческими организациями, да, это добровольная общественная организация, объединение граждан. И привлекать не можно. Повторяю, добровольное. Да? То есть навешивать на наши уважаемые диаспоры, что кто-то, какой-то человек из вашей национальности что-то там совершил, и требовать с них контрольные функции согласно законодательству мы не имеем права, потому что у них нет таких полномочий. Если они будут этим заниматься, они нарушат федеральный закон. И мне вот кажется, допустим, вот для диаспор можно было бы готовить там какие-то разговорники, да. В школах мы все же там, ну, большинство там советским образованием, да. У нас постоянно проводились фестивали дружбы народов. И вот один класс, например, там вот сегодня там те-то, потом республики закончились, перешли там на страны Варшавского договора, а потом там уже дальше там по миру пошли гулять. Нафиг эти вообще эти смотры, песни и строй, это милитаризация. Давайте учить детей дружить. Давайте вот так вот какие-то вот Министерство образования, они же умеют же спускать какие-то директивы. И я вообще не понимаю вот эти вот вздохи, нет работы. Я сюда приехала, уборщицей работала, тогда за всю жизнь с кем только не работала. Воспиталкой, училкой, там, это преподавателем. Захотела, не взяли в газеты, я открыла сайт, все, давай там это, да. Я вообще не понимаю, когда мужчины говорят, нет работы. Я вот тоже так же могу присоединиться к этим словам, что я такой прямо... Я вот согласен, что да, нужна работа вот для своих местных парней, чтобы они работали. Ну, самое главное, я считаю, что это зависит от воспитания человека. Вот это имеется, это вот то, что проявилось у нас 18-19, да, это означает, что есть вообще конфликт, да, есть проблема, есть проблема, такая большая есть проблема. Это надо признать, что она существует объективно. И его пытаться просто вот эту проблему межнациональных отношений, да, свести только не трудовым каким-то, да, мигрантам, да, и прочих, это тоже уход от проблемы. Здесь очень важный момент еще есть вот социокультурная адаптация, да, которая должна вести общество, государство, да, какой-то степени, социокультурная адаптация. Да. Например, вот у нас доска почета, допустим, почетные граждане, есть же стенд, да, в Якутске делают, вот почему бы не сделать, допустим, по 15 союзным республикам, да, вот их героев, например, да, и плюс вот якутян, например. Предлагала такую мысль общественности о том, чтобы, как в других крупных городах России, у нас не было вот этих нестационарных торговых объектов, чтобы их сократить, систематизировать. Обратное встречное движение от диаспор наших уважаемых тоже было, чтобы от вас тоже какая-то была вот не только вот там на какие-то праздники мы встречались, да, якутяне с вами, а подумать о конкретных делах, о пользе для города нашего, для республики.